Кыргызстанда 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке киргизилет. Негизги максат адам өмүрүн алган жол кырсыктарын 0%га түшүрүү. Экинчи максат жол кырсыктарын 50-70%га чейин азайтуу. Автотранспорт айдоочулары үчүн Егов Чекиткежи дарегиндеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталында айыптарды текшерүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн ЖКБ айыптарды текшерүү бөлүмүнө кирүү керек. Андан соң суроо талапты жазуу керек. Транспорттук каражат кимге таризделген болсо, ошол жарандын пин-кодун же юридикалык жактын ИНН, ошондой эле автоунаанын мамлекеттик каттоо номерин киргизесиз. ЖКБ катталган болсо, ал тууралуу толук маалымат берилет жана фото сүрөтү көрсөтүлөт. Төлөө коду көрсөтүлгөн токтомдун көчүрмөсүн көчүрүп алуу керек. Жол эрежесин сактоо өмүрдүн мыйзамы. Его основная цель – снижение смертности на дорогах до нуля. Вторая цель – снижение аварийности минимум на 50-70%. Уже установлены аппаратно-программные комплексы, фиксирующие следующие нарушения правил дорожного движения. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. После обработки фото и видеоданных о совершенном правонарушении, уполномоченный орган отправляет постановление о наложении штрафа собственнику автотранспортного средства. Соблюдая правила дорожного движения, сохраняем жизни. Его основная цель – снижение смертности на дорогах до нуля. Вторая цель – снижение аварийности минимум на 50-70%. Уже установлены аппаратно-программные комплексы, фиксирующие следующие нарушения правил дорожного движения. Несоблюдение водителем транспортного средства требований пешеходных переходов. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. После обработки фото и видеоданных о совершенном правонарушении, уполномоченный орган отправляет постановление о наложении штрафа собственнику автотранспортного средства. Соблюдая правила дорожного движения, сохраняем жизни. Наши аппаратно-программные комплексы имеют, вот как вы заметили, три вида. Это стационарные, передвижные и также вот эти непосредственно треножки. Те аппаратно-программные комплексы, которые установлены именно на специализированных транспортных средствах, они будут у нас фиксировать, в основном акцент будет идти на нарушение ПДД, остановки и стоянки. То есть под знак 327, 328. Также они будут фиксировать нарушение ПДД по скоростному режиму. Называется патруль радар, работает на определение скорости, выезд на встречную полосу движения и движение по полосе общественного транспорта или обочине. Можете непосредственно показать, как он фиксирует, и на экране тоже? Что он показывает? На экране оператор видит в первую очередь камеру, которую он, соответственно, наводит резкость, фокус для распознавания номеров. И цели движения скорости. Более оператор не может ничего делать. После того это постановление в электронном формате оператор направляется к инспектору центра мониторинга, который, проверив все эти данные, ставит свою электронную подпись. И затем уже утвержденное постановление, оно автоматически идет в ЕРН, единый реестр нарушений, регистрации как нарушений, и направляется почтовому оператору для рассылки владельцу транспортного средства.